еще? Я, наверное, быстрее точки не сидел. Ну это прям, блин, очень быстро. Всем привет, друзья! С вами Александр Вовков и канал Destruction Test. Не мусорьте, пожалуйста, в лесу, потому что приходится ходить убирать, вы портите природу, красивый лес и все такое. А сегодня у нас на обзоре Honda CR-V. Ну что, друзья, Honda CR-V, как вы видите, первое поколение. Мы уже ее, кстати говоря, снимали, но этот зверек совсем из другого, так сказать, теста, да? Такая знаменитая фраза. Естественно, внешне вы посмотрите на нее, подумаете, ну что в ней такого, собственно говоря, необычного. Но люди, понимающие, возможно, что в автомобилестроении каком-то и так далее, увидят здесь вот этот предмет, который покрашен в черный. Но, это, кстати, прикольно, что он покрасен в черный, потому что его не видно. Это у нас интеркулер. Для чего создан интеркулер, ребят, вы знаете? Напишите в комментариях, если вы знаете. Природа, лес, такая легкая осень. Вчера перевернули календарь. Кстати говоря, про календарь. Мы CR-V снимали давнешний старый обзор, тоже 3 сентября. Мы еще говорили, мы календарь перевернули. Все такое. Сегодня у нас 4 сентября, мы вчера его перевернули и опять снимаем CR-V. Приятно? Не мусорьте только, пожалуйста, в лесу, чтобы было приятно находиться в нем. Итак, видим очень много красного. Это головка от B18. Кто смотрел Civic, обязательно посмотрите. B18 головка с родным B20 блоком. Блок, естественно, усиленный, потому что здесь у нас стоит турбина 3037. Довольно, не сказать, что это сильно прям крупная турбина, большая горячка, и в целом турбинка для такого мотора вообще в целом это очень необычно. Жирный радиатор стоит. Единственное, что он, конечно, размером не сильно большой, но в принципе охлаждения довольно-таки хватает на этом автомобиле. Естественно, нулевик, синенькие пайпы, все по лучшим стандартам турбоводства, да? В блоке у нас стоят эскудовские поршня, там немного доработано, опять-таки кованые шатуны, потому что, как говорится, все на всякий случай. Коробка стоит родная механика на керамическом сцеплении, естественно. Сзади стоит вискомуфта для лучшего, как вы понимаете, все зацепа. И это все дело довольно лихо едет, я бы сказал. Самое интересное в том, вот сейчас я закрою капот, гоночного, такого уличного в нем нет. То есть он абсолютно стандартный слипер, который ездит по дорогам общего пользования, пока не надавит на газ. Крутится эта штука до 8000 оборотов, можно поднять еще больше, он будет крутиться еще выше. И, естественно, ехать он будет еще лучше. Настроено все на американских хороших мозгах. Все, как говорится, по канонам. Именно хорошо сделан именно сам процесс турбостроения, да, то есть тут уже все более, не сказать, что прям это вау, как продумано, там все сделано. Да, есть мелочи, которые хотелось бы, конечно, доработать, но в целом эта штука едет, валит и показывала, как говорится, доказывала на гонках, что эта штука умеет ездить. Сейчас будет дичь. Слышат звук? Это предвкушает, блядь, страх нахуй. Сейчас я остановлюсь, в обратную сторону поедем. Сейчас чуть-чуть привыкну хотя бы к машине. Или давай сам на шубал залить. Давай. Ну что, друзья, в общем, мы оказались внутри этого автомобиля. Сели, как обычный кроссовер, немного шумновато из-за прямотока.
Но в целом автомобиль да автомобиль. Обычный кроссовер, обычная тачка. Вот едем 100, удобно, правильно. Да, все люди думают, что это обычная серия. Единственное, что поставил прямоток, молодежь, все дела. Но на самом деле это все не так. Третье. Ебать. Это очень жестко, конечно. Она просто, вот нажимаешь газ, слышишь турбину и паш, полетела. В общем, как говорили правильные, так сказать, кто строит двигатели, да, чтобы сделать валящий мотор, нужно сначала собрать хороший, правильный атмосферник, а потом накидывать турбину. Вот здесь именно так. Я сейчас хочу развернуться, что тут, блин, везде машины. А так, в принципе, в городском режиме вот мы едем 80 спокойненько. Что-то смотри, сколько машин, сколько грибников. Все перевернули вчера календарь и за грибами. Блин, ну тачка, конечно, прям очень неожиданно. Да, немного вот вихряет, хотя подвески стоит стойки Пейн, но даже они не помогают, потому что она прям начинает вся болтаться. Вот сейчас выйдем на угон. Ебануться. Дорогой. Охренеть надо, просто вещь. Да, тормозов, конечно, хотелось бы побольше, но в целом едет это просто бомбически. Конечно, я сейчас места не навалю, как хозяин, и потом хозяин, попробуем померить до сотки хотя бы камерой. Окей. Охренеть. Стек подрубается и просто она вот начинает поливать. Вот я тут понимаю, почему надо держаться двумя руками за руль, потому что на этой штуке по-другому никак. Поставим пятую. Коробка, кстати говоря, тоже коротковата. И она прям потыкает передачу за передачей. Крутится до 8000. Я сейчас не раскручивал до 8. Тахометр прям падает туда. Ну это прям очень жестко. Не хватает шестой передачи. Единственное, что вот прям не хватает ее. А так, ну я думаю, максималку тут смысла нет мерить. Она поедет и 200, и 200, я не знаю, ну сколько коробки хватит. Она прям будет шлепать и шлепать. Очень уверенный разгон. Прям очень. По ощущениям, это очень быстро. Вот на камере может это не передать, но поверьте мне, за рулем этой тачки ты прям сидишь и боишься. И когда я снимал GTR 32, я думаю, эта тачка была очень быстрая, и на ней было страшно ездить, но эта штука переплюнет его спокойно, просто жесть. От того, что ты сидишь вот этой джиповской посадке, можно сказать, и машина такая, ну, даже прямая, не очень стабильная, не она вот так вот, это просто, блин, вещь. Включаем третью. Ебануться. Охренеть. Просто пиздец. Это просто жесть. В тег, когда включаю, подтыкает, турбина надувает. Это просто... Это вот свадьба лучшего, что может быть, вот так вот скрестилась и выдает все вот на эти 4 колеса, и ты просто едешь в точек. Блин, это класс. Звук еще суперский, вот хондовский атмосферник. Супер. Прям ощущение супер. Я прямо... Улыбка у меня не сходит с лица, потому что по-другому это не описать. Это очень крутая тачка. Ну что, друзья, скажем в итоге. Автомобиль получился очень диким. Прям вот я поездил, ну, на многих турботачках, да, мы видели эти обзоры. Если кто не смотрел, посмотрите. Эта штука, это просто что-то
космическая, потому что ты едешь в кроссовер на такой посадке высокой, одновременно ты валишь, у тебя расчетная мощность 500 лошадей может быть примерно. Разгон до сотни ты можешь выйти из 4 секунд. Можно попробовать и 3,5, если поставить хорошую резину там или еще что-то. Ну, короче, можно попробовать вообще 3,5 точно попробовать можно вжарить, потому что у тебя вторая уже сотня. То есть вполне возможные цифры. И для нашего города эти цифры прям очень дикие. То есть эта штука может сравняться с мотоциклом с каким-нибудь поехать в целом на драге. Или еще или роллом может поехать, в принципе. Поэтому стройте такие интересные машины, когда ты не ожидаешь от такого кузова таких бешеных скоростей. Да, возможно, надо доработать немного тормоза, чтобы они были так сильно не грелись, потому что скорости бешеные, ты когда постоянно тормаживаешься, они уже, конечно, ведутся. Но в целом любые тормоза такие, надо ставить прям очень дикие какие-нибудь, я не знаю, керамику, наверное, ставить, ну или какие-нибудь очень большие тормоза. И, собственно говоря, поехать на таких тачках куда-нибудь на гонки, просто впечатлять всех людей, что эта машина реально, даже просто в потоке едешь по трассе, начинаешь обгонять, и люди такие думают, что это такое, это CR-V. А если ты встретишь такого же CR-V, например, сзади тебя и спереди тебя, и ты его просто обгоняешь, он будет подумать, что ничего с мотором не так. В общем, ребят, машина получится веселая, строить такие тачки и заставлять себя улыбаться этим самым, блин. С вами был Руслан Быков, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь в Инстаграм, в ТикТок, все дела, всем пока. Такая концовка длинная получилась.